Проблемы сохранения историко-культурного наследия народов Сибири, Севера и Дальнего Востока. Этот вопрос и не только обсудят представители научного сообщества, учителя и носители культуры на Всероссийской научной конференции в СВФУ. Она пройдет с 30 мая по 1 июня. Что делается для сохранения уникальной культуры народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в нашем регионе? Об этом мы поговорим сегодня с Натальей Радченко, заместителем декана по научной работе исторического факультета СВФУ имени Амосова, кандидатом исторических наук, доцентом. Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, в каком формате на этот раз будет проходить конференция и сколько планируется участников? Всероссийская конференция с международным участием будет проходить в нашем университете с 30 мая по 1 июня, как вы правильно сказали. И у нас планируется около 150 участников, будет заслушано более 130 докладов. Особенностью нашей конференции будет то, что будут работать не только секции нашей научной конференции, но также и презентационные площадки, на которых будет происходить обмен опытом между представителями музеев, специалистами по поводу того, каким образом сегодня сохраняются музейные материалы, историко-культурное наследие в формате именно новых современных цифровых технологий. Но помимо этого также мы обсудим и то, каким образом сегодня объекты историко-культурного наследия, музейные материалы можно использовать в научной деятельности, в научных исследованиях и также в образовательном процессе, поскольку конференция проходит, конечно, на базе именно университета. В этом случае хотелось бы задать вопрос, как сейчас сохраняется духовная культура народов? Но сегодня мне бы хотелось поговорить не только о духовной культуре народов северо-востока России, но и об историко-культурном наследии в целом, которое включает в себя и духовную культуру, и материальные ценности. Именно об этом мы будем говорить на нашей конференции. Каким образом сохраняется историко-культурное наследие? Конечно, проводится государственная политика. У нас есть федеральный закон об охране объектов культурного наследия 2002 года. У нас есть департамент по охране культурного наследия Республики Саха-Якутия. Помимо этого, сохранение традиционной культуры – это, конечно же, и задача самих народов. Они стараются сохранить сегодня свои обычаи, традиции, ритуалы. Особенно это ярко проявляется, как вы понимаете, во время праздников, которые традиционно мы проводим в течение года. Также сохранением историко-культурного наследия, конечно же, занимаются и ученые-исследователи, в том числе ученые Северо-Восточного федерального университета. В современном мире, как вы понимаете, возрастает роль цифровых технологий. То историко-культурное наследие, которое веками сохранялось у нас в музеях, где-то, то, что мы находим во время археологических исследований. Сегодня все это можно сохранить для будущих поколений как раз с помощью цифровых технологий. Они сегодня очень активно внедряются в музейную практику во всем мире, в России, в наших республиканских музеях. А в нашем университете этому вопросу придается особое значение. Не случайно 2019 год объявлен в Северо-Восточном федеральном университете годом цифры. Поэтому как раз цифровые технологии, их использование в образовательном процессе мы также будем затрагивать в ходе работы нашей конференции. Наталья Николаевна, какие проблемы существуют в этом деле? Сегодня сохранение историко-культурного наследия является очень важной задачей современного общества. Есть определенные проблемы. Хотя у нас работает департамент по охране культурного наследия. В республике насчитывается более 1800 объектов культурного наследия. И не всегда, может быть, есть возможность как-то вовремя отреставрировать, сохранить эти памятники. Поэтому мне кажется, что очень актуальным и своевременным является тот проект, который запущен буквально вот в мае этого года в нашей республике. 5 мая 2019 года глава республики Айсен Сергеевич Николаев поддержал проект «Сохраним памятники». Этот проект инициирован Департаментом по охране культурного наследия, Министерством молодежи республики. И Айсен Сергеевич заявил как раз 5 мая, что вместе с супругой они восстановят уникальный памятник, мельницу 1932 года. И вот этот проект, он открыт для того, чтобы к нему присоединялись и другие граждане нашей республики. Вот я хотела бы всех
призвать поддержать этот проект «Сохраним памятники». Это очень интересный проект, который посвящен как раз столетию образования СССР, приурочен к этому событию, к 22 году. Я надеюсь, что многие памятники будут благодаря общественной инициативе как раз восстановлены. Скажите, вот а как можно интересный проект. Как можно принять участие в этом проекте? Информацию об этом проекте вы можете найти на сайте Департамента по охране культурного наследия, и там можно заполнить соответствующую анкету, подать заявку. Департамент ее рассматривает, и если она одобряется, то человек может принять участие в восстановлении памятников. Вот это вот проблема. Другой проблемой, мне кажется, то, что сегодня иногда сложно нам сохранить традиционную культуру и заинтересовать ею молодое поколение. Наша молодежь, которая все-таки выросла в условиях глобализации, с цифровыми гаджетами в руках, для них не всегда, может быть, это историко-культурное наследие своего народа может быть интересно. Поэтому как раз вот цифровые технологии могут здесь помочь. С помощью цифровых технологий можно молодых людей заинтересовать традиционной культурой, и как раз в рамках нашей конференции будет проходить школьная секция. 1 июня на базе исторического парка «Россия. Моя история» будет проходить школьная секция, на которой школьники, увлекающиеся IT-проектами, подготовят свои какие-то материалы, доклады и будут обмениваться тоже опытом в сфере как раз IT-проектов, посвященных сохранению историко-культурного наследия. Кроме того, у нас на историческом факультете Северо-Восточного федерального университета также подготовлено, выиграно несколько грантов на создание мобильных приложений для телефонов, которые как раз посвящены, например, играм народов Севера в формате, вот в таком новом цифровом формате. Да, ну, конечно, сейчас цифровые технологии, они идут, получается, цифровые технологии, они имеют очень большое влияние сейчас на людей. И хотелось бы у вас спросить, вот можете ли вы привести пример, как именно цифровые технологии влияют на сохранение культуры народов? А сегодня цифровые технологии очень активно используются в музеях, в том числе в музеях нашей республики, в Национальном художественном музее, например, реализуется целый ряд проектов по цифровизации, например, каких-то произведений живописи, культуры. Внедряются вот эти цифровые технологии вообще в музейную жизнь, чтобы человек мог, придя в музей, с помощью каких-то вот гаджетов, приложений для телефона, больше узнать о тех экспонатах, которые представлены в наших музеях. Скажите, а с какими российскими и зарубежными музеями сейчас сотрудничает университет? В рамках подготовки нашей конференции, а сама идея конференции, она пришла к нам еще 2 года назад. 2 года мы уже занимаемся подготовкой этой конференции. Мы установили связи со многими российскими, зарубежными музеями. В ходе подготовки конференции мы заручились поддержкой Союза музеев России, который возглавляет директор Эрмитажа Михаил Борисович Петровский, а также подготовка нашей конференции проходила при поддержке директора Кунсткамеры Андрея Владимировича Головнева, а также мы в рамках подготовки конференции сотрудничали с Государственным историческим музеем и с другими музеями. И благодаря вот такой целенаправленной работе в нашей конференции примут участие как раз представители, например, Берлинского этнологического музея, представители Эрмитажа, также музеев Дальнего Востока России. К нам приезжают гости с Камчатки, с Чукотки. Очень много приезжает к нам исследователей из Томского государственного университета, из Казахстана приезжают 2 специалиста. И мы планируем, что как раз вот во время плодотворной работы нашей конференции нам удастся подготовить, наверное, может быть, какие-то соглашения о сотрудничестве, договориться о совместных научных исследованиях и проектах. А как университет сотрудничает с муниципальными образованиями в рамках научного форума? Помимо гостей из-за пределов республики, в нашей конференции примут участие специалисты музеев республики Саха-Якутия. К нам приезжают в том числе
и представители музеев из арктических улусов нашей республики. И диапазон довольно широкий. К нам приезжают и примут участие в конференции представители музеев из села Нижнеколымское, из близлежащих улусов также. Поэтому мы активно сотрудничаем, и я думаю, что это сотрудничество продолжится. А наследие каких народов Севера, Сибири и Дальнего Востока сохранилось наиболее полно? Сегодня огромный интерес исследователей всего мира вызывает, конечно же, традиционная культура народов Севера, коренных малочисленных народов Севера. Им удалось сохранить многие элементы своей традиционной культуры, обычаи, традиции, формы хозяйства. И поэтому к нам приезжают и зарубежные исследователи, занимаются исследованиями их культуры. И поэтому наша конференция также проводится и в сотрудничестве с теми органами, которые занимаются коренными малочисленными народами Севера. На нашей конференции принимают участие уполномоченные по правам коренных малочисленных народов Севера Лена Степановна Иванова. Также будут представители Ассоциации коренных малочисленных народов Севера. Также к нам приезжают и представители с Чукотки, в том числе из Москвы, Ольга Владимировна Итылина, которая представляет Содружество коренных малочисленных народов Севера. Так что вот большое внимание нашей конференции будет уделено как раз сохранению традиционной культуры именно коренных малочисленных народов Севера. А я так понимаю, студенты СВФУ регулярно ездят в экспедиции для сбора исторического материала. Расскажите подробнее об этом. Студенты исторического факультета ежегодно летом принимают участие в различных экспедициях. Доводилось нашим студентам проходить археологическую практику в Казахстане, в районах нашей республики. Недавно наши студенты вернулись из Новгородской области, где принимали участие в работах, посвященных Дню Победы. Мы очень надеемся на то, что ваша конференция пройдет очень хорошо, то, что будут какие-то выявлены проблемы и выявлены их решения, конечно же. А я напомню, что это было актуальное интервью. Сегодня мы говорили о том, что делается для сохранения уникальной культуры народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. До встречи в эфире.